Заседание по делу Меджлиса перенесли на завтра. Появилась информация, что здание Верховного суда оккупированного Крыма заминировали. По словам главы ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заира Смедляева, заседание сопровождалось невиданными ранее мерами безопасности. К зданию суда приехали вооруженные люди в касках с автоматами. Позже подъехали пожарные и скорая. Но заседание провели. Адвокат Жамиль Темишев хотел привлечь к процессу бывшего члена Меджлиса, председателя Госкомнатса Крымской оккупационной администрации Заура Смирнова. Однако ему отказали. Госкомнац представил адвоката. Инициатор иска, прокурор российской администрации Наталья Поклонская, в суд не пришла. Заседания о запрете Меджлиса начались 3 марта. Обвинение утверждает, что представительный орган крымских татар незаконно функционирует на территории России и осуществляет экстремистскую деятельность. Как и обещал глава Госкомнатса на встрече с Сергеем Аксеновым, они в полной мере, даже чрезмерно поддержали административный иск, сказали, что Меджлис — это самая экстремистская из экстремистских организаций в Крыму, что ее нужно запретить. Но между тем он начал вообще свою речь с того, что мы, оказывается, неправильно считаем, что крымские татары являются коренным народом, что для этого нет никаких оснований, и международные акты это не подтверждают. Мы, естественно, возразили. Самое интересное, что он не уточнил, что это его личная позиция, и мы считаем, что, значит, таким образом он представлял позицию Госкомната. Мы, я думаю, основательно опровергли вот подобный подход, но это не помешает суду принять решение. Основные претензии, опять-таки, были вокруг того, что Рифат Чубаров, как председатель Меджлиса, на усмотрение правоохранительных органов совершает некие экстремистские действия, значит, и весь Меджлис совершает экстремистские действия, и, соответственно, нужно его запретить. Вторая группа претензий была к тому, что Меджлис крымско-татарского народа ничего не делает ради крымских татар, а вот Госкомнац и общественные организации, например, Крым-Бирлиги, Муфтият, Крым и так далее, они в поте лица стараются отстаивать и защищать проблемы крымских татар. И по словам представителя Госкомнатса, вот еще чуть-чуть, и все будет сделано, все будет прекрасно, и название вернут, и землю дадут, и деньги выделят, и все хорошо будет. Мы ходатайствовали, в частности, о приобщении еще нескольких документов, которые подтверждают, что Меджлис крымско-татарского народа сформировал на территории 3 областей Украины региональные меджлисы, а также в третьих странах и в международных организациях действуют представительства официальные Меджлиса крымско-татарского народа, что вместе можно считать, с точки зрения действующего в Крыму законодательства, что мы являемся международной структурой. А, соответственно, иск в отношении Меджлиса должен рассматривать Верховный суд Российской Федерации в Москве, а не в Симферополе, Верховный суд Республики. Пока этот вопрос остался неразрешенным. Также поступило ходатайство о допуске к судебному процессу представителей местных и региональных меджлисов, так как, на наш взгляд, затрагиваются их интересы и права, и решение суда в отношении запрета меджлиса коснется и их в частности, что и подтвердил представитель прокуратуры. Но суд в этом отказал.